Глава региона Владимир Уйба записал видеообращение для жителей республики. Бурлон Дунаертис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня в республике работает заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Анна Юрьевна Кузнецова. Она является еще и председателем комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи. Мы обсудили достаточно большой объем вопросов, перечень вопросов. Я рассказал в части приоритетных о необходимости создать в Республике Коми современный детский стоматологический центр. В регионе нужна стоматология именно для детей. И здесь не только оказание стоматологической помощи для детей с ограниченными возможностями, но и просто для всех детей, но при этом этот центр должен быть оснащен современными специализированными наркозными системами. Это сегодня очень важно для того, чтобы был гуманный подход при лечении острой боли у детей. Это проект дорогостоящий, и для его реализации нам, конечно, необходима федеральная помощь. Поэтому я обратился с этим к Анне Юрьевне. Также еще одна очень важная тема – это современный реабилитационный центр, здесь уже для детей-инвалидов. Мы подготовили проект такого центра, это пока еще не рабочая документация, это больше дизайн-проект, но достаточно глубокой проработкой. И привязка его могла бы быть на площадке действующего сегодня центра для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья имени Ивана Павловича Морозова. Надо отметить, что Анна Юрьевна очень высоко оценила нашу инициативу и подчеркнула, что если своевременно при рождении ребенка с тем или иным заболеванием начинать раннюю реабилитацию, то до 30 и более процентов детей в последующем могут вылечиться и, соответственно, уже перейти в разряд здоровых детей. И это очень важно, и это тоже очень проект дорогостоящий, поэтому тоже я попросил помощи федерального центра. Еще с одной темой обратился, это усовершенствование пенсионного законодательства в отношении женщин, проработавших на Крайнем Севере и родивших двое и более детей. О чем идет речь? О том, чтобы, в чем это усовершенствование? В том, чтобы засчитывать срок работы не только Крайний Север, но и приравненные к Крайнему Северу условия и районы. Сегодня пока эта норма не действует, и вот только за прошлый год мы направили 266 заявлений с тем, чтобы признать досрочный выход на пенсию, а это 50 лет, но, к сожалению, из-за вот этой неувязки в законодательстве, где нет как раз оговорки о том, что и приравненные районы Крайнего Севера тоже учитываются в трудовой стаж, нашим женщинам было отказано. Поэтому, конечно, тема очень важная, и вот это несовершенство в законодательстве нужно искоренять. Также мы обсудили внедрение на территории Республики Коми проекта «Социальный навигатор». Инициатором, кстати, этого проекта является Анна Юрьевна. В чем идея этого социального навигатора? Это в том, чтобы создать в регионе единое окно или там один клик, в результате которого все вопросы, связанные с помощью семьям с детьми, многодетным семьям, также семьям, где есть ребенок с инвалидностью, отвечать именно вот на все вопросы, которые возникают по тому или иному направлению. Выплат социальных, дополнительных льгот и так далее, и так далее. Ну и, конечно, очень отрадно, что по всем этим проектам, о которых мы обсудили, у Анны Юрьевны это вызвало очень живой интерес и, самое главное, поддержку.
Еще одна интересная новость. С завтрашнего дня начинается прием заявлений для зачисления детей в первые классы на 2022-2023 годы, учебные годы. В республике насчитывается более 10 тысяч первоклашек, и мы планируем открыть более 500 классов. Зачислять ребенка в первый класс можно на сайте дети11.рф, на портале госуслуги, ну или также, как по старинке, прийти и написать заявление, нужно прийти лично в школу. Вот есть две волны, так называемая первая волна, это когда будут зачисляться дети по регистрации, то есть там, где ребенок зарегистрирован, в этом районе школы, он идет туда в первый класс. А 6 июля начинается вторая волна, когда зачисление идет без учета регистрации, просто при наличии свободных мест, и здесь регистрация не имеет никакой роли. Напомню, что с прошлого года дети зачисляются в школу в преимущественном порядке, если уже в этой школе учатся старшие его братья или сестры. Это очень важно, и здесь, кстати, идет без привязки уже к регистрации. Это очень важно, потому что родитель просто не может разорваться между первоклассником и более старшими детьми. И в этом смысле, конечно, очень важно, чтобы дети научились в одной школе. Вот у нас такая возможность есть. На этом сегодня вся информация. Буквально два слова об эпидобстановке. Мы опять выросли. Вчера было 118 случаев, сегодня 128. Не критично, но тем не менее. При этом все-таки коечный фонд у нас продолжает сокращаться. Это хорошо. Вчера у нас было занято 363 койки, сегодня 345. Соответственно, мы пока не сокращаем, у нас развернуто 618 коек, но тем не менее коек более чем достаточно. И вы видите, мы каждый день госпитальные койки сокращаем, это очень хорошо. Это говорит о том, что все-таки заболевание протекает преимущественно в средней тяжести либо легкой. По вакцинации, опять же, единственный довод, который я привожу уже много дней, это в том, что у нас, к сожалению, умирают непривитые. Сегодня опять эта травмная статистика подтвердилась. Из 3 умерших от ковида все они были непривитые. Поэтому, конечно, надо присоединяться к тем, кто вакцинируется. И для этого у нас все условия, как я всегда говорю, есть. И вакцина, и специалисты, и кабинеты развернуты. Всего вам самого доброго. Сегодня вся информация. Не болейте. До следующей встречи.